Российское телевидение продолжает цикл передач с руководителями органов государственной власти. В эфире передача «Амчра». Здравствуйте. Энергетика – одна из важных сфер жизнедеятельности нашей страны. К сожалению, там много проблем. Как собирается решать эти сложные задачи новый глава Черноморэнерго Михаил Локуа? Об этом он расскажет в нашей передаче. Михаил Валерьевич, я хотела бы начать нашу беседу с ситуации, связанной с коронавирусом в вашей организации. Насколько мне известно, у вас работает около 1500 работников. Есть ли случаи заболевания COVID-19? Случаев заболевания на нашем предприятии не было. Были случаи в Ингургесе. Но я выезжал туда в рабочую поездку, одновременно мы уточнили, какие меры предпринимаются и в этом направлении. Все необходимые меры были приняты, санэпидемстанция была задействована. Там все это удалось локализовать. В целом по предприятию здесь и на территории Абхазии таких случаев не было. Ну, а какие вы меры предпринимаете по Все те меры, которые нам рекомендует штаб по борьбе с коронавирусом, это довольно серьезная угроза. К этому надо относиться очень осторожно. Рекомендации санэпидемстанции мы постоянно во взаимодействии, взаимосвязи. Соответственно, мы тех сотрудников, которым более 60 лет, они работают у нас по свободному графику, как бы удаленно, и мы их привлекаем только в самой крайней необходимости. Как вы понимаете, в энергетике совсем человека отпускать нельзя, то есть они все где-то недалеко, но мы стараемся их так, физически на работу привлекать пореже. Насколько мне известно, вы по специальности экономист. К энергетике, скажем так, имеете весьма отдаленные отношения. Но и тем не менее вы возглавили Черноморэнерго и взяли на себя всю ответственность. На какие силы вы рассчитываете? Да, я по профессии не энергетик. Ответственность на себя взял и буду ее нести, надеюсь, достойно. Одним из самых серьезных достижений наших за эти 2 месяца нашей работы, я считаю, что нам удалось привлечь в компанию всех лучших специалистов в энергетике, которые сегодня есть в Абхазии. Это огромный потенциал, я получаю огромное удовольствие от общения с этими людьми, которые больны своей профессией, больны своим делом. Это люди, которые в послевоенный, некоторые и в довоенный период занимались энергетикой. Послевоенные стояли у истоков того, первую лампочку зажгли в Абхазии, помните, да, что у нас не было света. Поэтому для этих людей превыше всего сегодня это состояние этой отрасли. Да. Ну, кроме того, здесь очень дружный, хороший коллектив. К моей радости и удивлению, наверное, не удивлению, такое везде, очень много молодых ребят и девушек, но уже достаточно квалифицированных и опытных специалистов. Коллектив, как вы заметили, большой, многое нам придется выстраивать, отстраивать заново, но потенциал очень хороший. Какое хозяйство вам досталось? Нам досталось очень непростое хозяйство во всех отношениях. Ну, элементарные вещи, да, мы начали свою работу 17-го, по-моему, был подписан приказ Министерства экономики, 20-го, в понедельник, на счету компании было 100 тысяч рублей. Остаток аварийного запаса, это запас, который вообще ни при каких обстоятельствах нельзя трогать на складах, был равен приблизительно нулю. Это было 20 число. В первых числах нам надо было выплачивать только заработную плату в размере порядка 16 миллионов рублей. Ну и прочие расходы до 25 миллионов организация должна тратить на свое содержание. Это в среднем, это с учетом того, что и время непростое, и доходов немного. Ну, 2 месяца, как мы из этой ситуации кое-как выходим. По заработной плате у нас долгов нет, но есть другие проблемы. Это задолженности по всем нашим подразделениям, это задолженности здесь, это
целый ряд других проблем. Это вот то, что непосредственно касается финансово-хозяйственной деятельности самого Черноморэнерго. Я здесь не беру вообще проблемы энергетики в целом, мы, наверное, о них поговорим отдельно. Основные фонды, которые с 2014 года практически не обновлялись, гараж, парк, все машины, механизмы требуют каких-то вложений. Тот же склад, еще раз повторюсь, да, вот чтобы его заполнить и нормально пережить зиму в нормальном режиме, не в той ситуации, которая сегодня, она критическая, да, вот в нормальном режиме нам надо порядка 40-50 миллионов рублей. С учетом той ситуации, которая есть, эта сумма еще больше. Ну, вот примерно такая ситуация. Но этих денег у вас сейчас нет. Безусловно. Какой ваш общий долг? Общие долги компании порядка 300 миллионов рублей, в том числе кредит где-то 62 миллиона рублей. Ну и остальные это платежи по налогам, во внебюджетные фонды, которым мы тоже вынуждены были недоплачивать в силу тех или иных причин. Ну и по налогам, к примеру, тот же НДС, по которому мы должны и которым мы облагаемся, да, ну вот это же налог на добавленную стоимость. Мы фактически себестоимость нашей энергии порядка 65 копеек. А в среднем мы ее продаем всем категориям потребителей за 38. То есть мы продаем ее дешевле, чем вырабатываем. Ну, ставим эти вопросы и перед Министерством экономики, и перед другими структурами. Вопросов очень много. Это и долги, а в то же время долги перед нами, в целом, население, потребители, порядка 250 миллионов рублей. То есть ситуация очень такая непростая, но надо работать. Для примера я вам назвал те цифры, когда мы начали работать. 100 тысяч на счету и пустой склад. В 2014 году порядка, это по тем деньгам, тогда и курс был другой, остаток на складу был порядка на 79 миллионов рублей. О таком нам и мечтать не приходится сегодня. Ну и, конечно, на счету были совершенно другие деньги. Кроме того, очень важным является отношение государств. За период с 2011 по 2014 год из средств государственного бюджета на разные нужды было выделено в разные годы от 140 до 250 миллионов рублей. С 2014 года по последний год, средства этого года также были заложены заранее, 15 миллионов в год, которые не выплачивались сполна компании. Ну, в такой ситуации при собираемости, которая ниже затрат, компания, конечно, развиваться не могла. А как вам удалось выплатить заработную плату? Мы с большим трудом взяли короткий кредит и приняли какие-то меры по увеличению собираемости. Между Россией и Абхазией подписаны сотни договоров о взаимопомощи, в том числе и в энергетической сфере. Эти договоры работают? Ну, я могу вам привести пример хотя бы в части того же перетока, который у всех на устах. Периодически, вот, когда возникают аварийные ситуации, да, особенно это вот в Ачигваре, у нас там проблемный регион, вы же часто замечаете, что бывают отключения на какой-то период. Вот если на Ачигваре отключается свет, то полгорода Сухум и вся территория Абхазии до Псу, она обесточена. В эти моменты мы запрашиваем переток аварийный. Российская сторона обычно очень быстро на это реагирует. На период устранения аварии мы пользуемся перетоком и затем опять работаем по своей сети. Ну и кроме этого есть взаимодействие. Ситуация текущего года требует от нас переговоров и принятия каких-то мер, чтобы максимально облегчить нашему населению, в первую очередь, всем нашим потребителям, вот эту ситуацию критическую, которая сегодня возникла в энергетике, чтобы с наименьшими трудностями пройти вот этот непростой осенне-зимний сезон, который нас ожидает. Ну и всяческое взаимодействие в других отраслях. Вы знаете, совершенно недавно
Нас посетила рабочая группа из Российской Федерации после поездки нашего президента и вице-премьера, министра экономики в Россию. По нашей просьбе это была группа специалистов, которая занималась чисто изучением чисто технических аспектов. Да. Они выявили очень много слабых мест, дали такие достаточно серьезные рекомендации по тому, что мы в первую очередь должны сделать, чтобы наша энергосистема работала качественно, где у нас слабые места, проблемы. К сожалению, их очень много, но есть какие-то первоочередные мероприятия, есть то, что может немножко подождать. Вот. Если хотите пример первоочередных мероприятий, это та же линия в районе Ачигвары, которая еще с 60-х годов, по-моему, функционирует, прошлого столетия. После войны ее каким-то образом скроили, вот как лоскутное одеяло. И вот эти частые аварийные ситуации, когда гроза, непогода, да и просто там дерево упало на линию, ну вот вызывают вот эти отключения. В этом году, опять-таки, наверное, это известно, с 15 февраля по конец мая будет проводиться ремонт Ингургеса. Мы выезжали туда и убедились в том, что он необходим. Вот на этот период вполне возможно, и сегодня прорабатывается этот вопрос, изыскать какие-то возможности, чтобы провести, ведь та часть будет обесточена, итог будет подаваться с российской стороны. Очень удобный момент при наличии средств, чтобы, ну, фактически там надо делать новую линию. Вот. Ну, вот это один из моментов, на которые и российская рабочая группа оказала внимание. Работали они в хорошем взаимодействии с нашими специалистами и за довольно короткий срок провели такую довольно серьезную работу, которая нам впоследствии очень будет полезна. Ну, это вот пару примеров. Когда Россия осуществляет переток, мы за это платим, и о каких суммах идет речь? Ну, ничего, как вам известно, бесплатного не бывает в этой жизни. Для сравнения, да, вот мы вырабатываем энергию за 60 копеек, да, 1 киловатт энергии по перетоку обходится нам 2 рубля 75 копеек. Ну, немножко колеблется эта цена, но примерно в таких пределах, и в этом году, наверное, так и будет. И если даже там, ну, так практиковалось ранее, например, не знаю, как этот вопрос будет решен в этом году, безусловно, таких средств у нас нет. По дефициту текущего года, а это порядка 360 миллионов киловатт в час за период с 1 октября по 15 февраля, начало работы Ингургеса, потому что с 15 переток он запланирован в любом случае. Вот за весь этот период эта сумма примерно сопоставимая с собственными доходами бюджета Государственной Республики Абхазия. Там около 3. За это мы должны были бы заплатить порядка 2,5 миллиардов рублей. Вот за этот переток. Ну, но у нас сегодня есть долги перед Россией? У нас вот такая была система. Значит, у нас есть работы по комплексному плану. Если в прошлые годы переток требовался, да, но такой кризисной ситуации, как в этом, в прошлые годы не было. И поэтому и суммы были совершенно другие. Насколько я знаю, вот эта сумма задолженности, она переходила в комплексный план и гасилась за счет будущего года. Но это также же те же средства, да, которые в случае, если бы наша энергосистема работала нормально и полноценно, и мы не нуждались в перетоке, эти все суммы могли бы потрачены на ту же энергетику, на ту же социальную сферу или на какие-то другие необходимые для нашей страны расходы. То есть бесплатного нет ничего. И если мы вот в этом году, в любом случае, нам надо как-то прожить эту зиму, но если мы не начнем предпринимать серьезные меры, во-первых, организационного плана, во-вторых, ну, в первую очередь, наверное, даже это, мы должны наконец понять все, что если у нас не будет порядка, я сейчас говорю только о энергосистеме, наверное, это всего касается, но мы говорим об энергетике, да? Порядка во всем. Это начиная от рядового потребителя, который должен платить за свет, да, кто бы он ни был, структуры всего предприятия.
Мы должны понимать, что если мы сегодня не предпримем мер, если мы сегодня будем позволять себе, ну, как вам сказать, вот пользуясь тем, что да, переток из года в год, пользуясь тем, что где-то мы там еще что-то потребляем, там больше 40% порой, да, мы превращаемся в людей, которые, ну, пользуясь этим, не предпринимают ничего. Но это рано или поздно плохо заканчивается, потому что ситуация этого года об этом и говорит. И даже если мы выйдем сегодня из этого, а мы обязательно выйдем каким-то образом, да, на будущий год она не станет легче, если мы все вместе не предпримем каких-то кардинальных изменений и, наконец, не поймем, что энергетикой надо заниматься всем вместе. У руководства сегодня такое понимание есть. Мы к такой работе готовы, начиная с той же организационной структуры, которую вот здесь мы уже поменяли, теперь будем думать, что делать на местах. Мы думаем об источниках пополнения нашего бюджета, непосредственно предприятия. Мы вынуждены думать о том, как оживить работу филиалов на местах. Потому что на сегодняшний день мы их не то что сполна, мы фактически их просто поддерживаем. Вот, эта ситуация недопустима. А все складывается из простых вещей, из неорганизованности, из того, что где-то допустимо, что кто хочет, где хочет и как хочет, может подключиться к нашей энергосистеме. А энергетика — это все-таки стратегическая отрасль. Да? Всем миром, все вместе мы должны понять, что мы должны спасти эту отрасль, сохранить ее для нас, для наших детей, для наших потомков. Это, наверное, будут очень какие-то тяжелые дни в плане работы для моих коллег. Это будут какие-то самоограничения для наших жителей, для юридических лиц. Но мы поэтапно, постепенно будем стремиться к тому, чтобы везде наводить порядок. Это первое. Но сами по себе энергетики, да, из этой ситуации не выйдут. Я вам говорил, да, что у нас долгов 300 миллионов. Мы ставим эти вопросы, находим понимание, надо искать процедуры, надо их списывать, надо все чистить, надо наводить порядок. Только по кредитам, при том, что мы с трудом выплачиваем заработную плату, мы ежемесячно платим порядка 600 тысяч рублей. Это для организации в нынешнем ее состоянии очень большие деньги. Проблемы энергетики в целом можно решать только, ну, я не знаю, мы часто уже говорим о этих программах, не надо никаких программ. Нужен просто государственный подход. Нужно разработать комплекс мер и четко по ним следовать. И нужно понять, что если мы будем в этой отрасли идти на какие-то вот послабления, кому угодно. Мы в маленькой стране живем, мы понимаем, что это Абхазия, что есть очень много моментов. Но здесь должен быть одинаковый подход ко всему, одинаковые правила, иначе света не будет ни у кого. И как вы говорите о приватизации, приватизировать будет нечего. На сегодняшний день очень актуальная тема криптофермы, криптовалюта. Как давно они в Абхазии? И много ли их? Их много, настолько много, что это для нашей энергосистемы это критично. Ну, насколько я знаю, там, я не знаю, когда первые появлялись, но где-то с 15-16 года, наверное, это явление уже приобрело такой более-менее массовый характер. Однако в 2018 году было принято постановление о запрете. Буквально до вчерашнего дня, вчера же опубликовали, да, новые решения, это постановление функционировало. Вызывает недоумение только одно. Если мы запрещаем вид деятельности, почему в тот же день не было принято постановление о запрете ввоза оборудования и комплектующих для данного вида деятельности? В результате, вместо того, чтобы, в принципе, намерения благие и для энергосистемы, наверное, правильные, но вместо того, чтобы запретить этот вид деятельности, объем нагрузок от криптовалютчиков вырос в разы, а за последние годы он вообще приобрел характер эпидемии. Мы можем сказать, что криптофермы, майнинговые фермы – это угроза для энергосистемы нашей страны?
сегодня, завтра, что она обрушит нашу энергосистему? Угроза для нашей страны как неплатежи со стороны любого потребителя, да, так и вот то состояние, в котором сегодня находятся эти фермы. Я повторюсь, запретительные меры, когда ты их не можешь выполнить, осуществить в реальности, они приводят к тому, что опухоль эта разрастается и уходит в тень. Ни компания, ни государство за эти годы с этого вида деятельности не имело ничего абсолютно. Сегодняшние вот временные меры, да, вроде они разрешительные, но они призваны именно вывести из этой тени добросовестных предпринимателей, которые хотят заниматься этим видом деятельности официально, на основании разрешительных документов, платить за свет по тарифу рубль 50 определенного постановления, платить соответствующие налоговые платежи в бюджет. Но при этом основным для нас при выдаче разрешений будет нагрузка. Мы пофидерно, по каждому участку определим допустимую нагрузку, и только в рамках этой нагрузки мы сможем выдавать разрешение на данный вид деятельности. Когда она приобретет законный, легальный характер, ну а соответственно с теми, кто будет пытаться работать, как работал раньше, где-то сам по себе, будьте уверены, мы до каждого в итоге доберемся. И меры будем принимать, ну, просто если мы их не примем, то тогда, как вы говорите, да, вот эти люди, которые не хотят работать на законных основаниях, это уже угроза для всей энергетики. И мы будем с ней бороться соответственно. На сегодняшний день ввоз запрещен. Вам поручено разработать дальнейшие меры по легализации майнинг-ферм? Там предусмотрена определенная процедура, которой мы будем строго придерживаться. Все мероприятия направлены на легализацию тех, кто хочет добросовестно работать. Опять-таки повторюсь, именно в пределах допустимых мощностей. Даже если они будут небольшими, да, люди, которые понимают, что если мы сегодня не примем такие меры радикальные, да, и не наведем порядок в энергосистеме, света ни у кого не будет. Так выходит, что энергетический кризис из-за того, что майнинговые фермы, но у нас же нет других заводов, нету ничего другого. Энергетический кризис в силу целого ряда причин. Мы будем выходить из этой ситуации, повторюсь, дружно, понимание у руководства есть, но все мы должны понимать, каждый от рядового потребителя, что мы все вместе должны выйти из сложнейшей ситуации, в которую попала наша энергетика. Нами создана рабочая группа специальная. Мы попросили представителя Энергонадзора присутствовать. Нам оказывают содействие на местах, администрации и так далее. И другие структуры необходимые. Значит, буквально за неделю работы порядка 8 мегаватт электроэнергии мы, так сказать, вернули. Освободили, да? А в каких районах они в основном расположены? Они по всей Абхазии расположены, ситуация везде разная. Я повторюсь, от того, что запретительные меры не выполнялись, это приняло очень нехорошие такие черты. Но из всего есть выход. И вот наша поездка, которую вы, кстати, освещали на телевидении, да, в Вислахубу тоже показала. Только там мы освободили 4 мегаватта. Население, насколько я знаю, довольно, нормальное напряжение. И это такой принцип, да, мы посчитали с учетом зимних нагрузок, там мы можем под эту деятельность выделять не больше 1 мегаватта. Те, кто этим занимался, отнеслись к этому с пониманием. Теперь и они будут работать, теперь в установленном порядке оформив все необходимые разрешительные документы. Что же касается майнингов или кого угодно, в Абхазии, ну, наверное, мы не против того, чтобы граждане Абхазии зарабатывали. Но это нельзя делать в ущерб другим гражданам Абхазии. И за этим мы будем следить очень строго. Скажите, пожалуйста, по какой причине энергосистема нашей страны пришла вот в такой упадок? Кто в этом виноват? Я думаю, мы все вместе в этом виноваты. И сегодня такой момент, когда если мы все не осознаем, а осознание у руководства сегодня есть,
ну, у нас само собой. Но если мы все от рядового потребителя, да, не осознаем, насколько сегодня важно всем вместе объединиться в решении проблем энергетики, то мы просто из этого кризиса или очень тяжело выйдем, или вообще не выйдем. Ну, у вас есть какой-то план мероприятий для решения первоочередных важных задач? Не только план, мы уже стараемся их решать. И то, что вы сказали, то, что нам удалось выплатить зарплату за эти 2 месяца, это уже какие-то мероприятия, какие-то меры, направленные на увеличение собираемости. К сожалению, этого очень мало, и мы не можем покрыть старые долги, закрыть, выплатить нормально на те же эксплуатационные работы по подготовке к зиме и ну, кучу других расходов. Но еще целый ряд мер. В первую очередь надо порядок наводить. Мы меняем организационную структуру. Очень важным считаю то, что нам удалось сегодня объединить в компании, наверное, всех лучших энергетиков, которые есть в Абхазии. Это люди, которые больны своим делом, это люди, которые стояли у истоков энергетики абхазской. И все это обнадеживает. Это и сочетание их с другими людьми в коллективе. Команда хорошая, проблем много, но будем работать и решать их. Есть вообще возможность привлечь инвестора и при этом не потерять контроль над энергосистемой? Эсма, я 2 месяца всего здесь работаю. Вот, настолько много вопросов, вот, которые надо решать прямо сегодня, прямо сейчас. Честно говоря, предложения были, да, но сегодня немного недорассмотрения их. Предложения бывают разные. Их надо рассматривать, их надо изучать. Конечно, любой инвестор хочет иметь больше, вложив меньше. Мы со своей стороны, отказываться совсем от рассмотрения вопросов, да, привлечения денег в ту отрасль, о которой я вам сказал, и в каком положении она находится, конечно, нельзя. Предложения могут быть совершенно разные. Но при этом в основе рассмотрения любого предложения, в итоге все решения мы... единый оператор, эксплуатирующая компания, решения будут приниматься, конечно, с учетом нашего мнения на уровне Министерства экономики, правительства, смотря какое это решение. Но в основе любого решения должны быть интересы нашей отрасли, интересы нашего государства. Кстати, пользуясь случаем, я хотел бы призвать наших граждан, да, не обращать внимания на различного рода вбросы анонимные. Всякие сети, мы не посчитали нужным вообще на это отвечать. Это чисто расчетный график. Вот 40% от Ингургеса мы выработали уже 1 сентября в этом году. Настолько высокие нагрузки. Для примера, когда еще была закрыта граница из-за этой пандемии, да, коронавируса, потребление, несмотря на то, что курортная сфера практически не работала, было выше в разы, чем за аналогичный период прошлого года. То есть, если раньше мы накапливали что-то летом, в эти легкие так называемые месяцы, а потом вырабатывали это более тяжелые, то есть в этом году мы все выработали уже к 1 сентября. Поэтому мы были вынуждены посчитать, какой дефицит электроэнергии у нас с 1 октября до 15 февраля, периода, когда Ингургес станет на ремонт. Исходя из этого дефицита был и рассчитан чисто теоретически этот график. То есть вот если мы 1 киловатта перетока не возьмем, не взяли бы, не дали бы нам его, не могли бы мы его проплатить, мы вынуждены были бы, чтобы дефицит покрыть, отключать вот по такой схеме. Ну, вы видели этот график, он сам по себе очень тяжелый для населения, даже на краткосрочный период, не говоря уже о 5-6 месяцах. Но, помимо прочего, он нереализуем. Во-первых, в силу технических причин, потому что любой энергетик, особенно вот те, кто в городах работает, в районах, вам скажет, вот такие резкие отключения, когда он работает постоянно, да, система, допустим, 20, то когда ты включаешь и выключаешь, напряжение растет и силовое в разы, от чего летит все оборудование.
От высоких линий до городов, сел и районов. И мы даже не смогли бы выдержать этот график, потому что время ушло бы, во-первых, на ремонт этого оборудования при его наличии, а как я вам раньше сказал, у нас склады пустые. Если 40-45 миллионов это для нормальной зимы, то при таком графике нам бы понадобилось, наверное, в несколько раз больше, чтобы его заполнить. Ну и, соответственно, время бы уходило, человеческий ресурс и так далее. То есть этот график, это теория, он неосуществим. Я хочу призвать, мы гарантируем, что всю информацию о том, как мы проведем зиму, мы будем доводить до населения заблаговременно на нашем официальном сайте, через вас, через официальные СМИ. Не доверяйте непонятным источникам, которые вбрасывают, пусть и документ из нашей проработки, но который не имел никакого значения, кроме теоретических расчетов. С другой стороны берется, сколько нам надо перетока за этот же период. Высчитывается его стоимость. И теперь у нас ведется работа. Вот в четверг буквально мы едем опять на Ингур. У нас будет понимание, сможем ли мы в этом году взять больше, чем 40%, которые мы потратили на 1 сентября. Если нам это удастся, это зависит тоже от целого ряда обстоятельств, это мы будем знать по возвращении, значит, по перетоку нам придется просить меньше. Исходя из тех данных, которые мы получим здесь, планируется выезд делегации, вице-премьер-министр экономики, наши сотрудники, инженеры, которые будут обсуждать вопросы перетока в Москве. Вот только после определения всех вот этих деталей наша компания сможет предоставить населению ту схему, по которой мы будем зимовать. Но верные отключения все-таки будут. Они вполне возможны, безусловно, не в таких, как я сказал, да. То, что там написано, это мы просто всю систему бы уничтожили чисто технически и не смогли бы ее восстановить. Нет, конечно, не так, конечно, не в таких объемах. Повторюсь, заранее не хотелось бы что-то говорить. Будем надеяться, это от многих обстоятельств зависит, какая будет зима и как мы ее пройдем. Мы не застрахованы от тех же аварий. Повторюсь, нагрузки небывалые. Вот только учитывая все эти факторы, да, все рассчитав, посчитав, со всеми все обговорив и договорившись, мы можем представить нашим гражданам достоверную информацию. И поверьте, мы никогда ничего скрывать не будем, обо всем вы будете знать заблаговременно. Есть у вас спецтехника в наличии? Конечно, есть. Достаточно ли, конечно, чтобы осуществлять, допустим, соответствующие работы? Конечно, есть, конечно, недостаточно. Что-то ломается, что-то ремонтируем. Насколько я знаю, последняя спецтехника была приобретена очень давно, и на это надо изыскивать средства. Зарплатой, вот как-то мы ситуацию заработной платы на тот большой коллектив, который мы с вами обозначили в начале интервью, как-то этот вопрос мы вроде наладили. Теперь нам надо налаживать вопросы с той же техникой, с долгами, с обеспечением всех наших подразделений. Вот мы сейчас готовимся к зиме. Это очистка от деревьев, трасс и так далее, и так далее. Целый комплекс мероприятий, большой комплекс проблем. Но духом мы не падаем. Мы знаем, что мы будем делать. Одни энергетики с этой ситуацией, повторюсь, не справятся. Но все вместе мы все вопросы решим. Каков процент населения, которые не платят за потребление электроэнергии? По физическим лицам, если вот так брать в среднем, за весь период порядка 25-30% платит. Это самый низкий процент. По юридическим лицам процент повыше, от 60 до 70%. Ну, в целом, конечно, собираемость очень низкая. Нам никуда не деться от той программы, которая осуществлялась, не помню, это в 2012 или в 2013 году она началась. Это очень дорогостоящая программа, но мы обязательно, решив основные проблемы, убедившись в том, что мы, наконец, выправили ситуацию в энергетике, мы должны к ней вернуться. Каждый человек должен быть обеспечен счетчиком.
Во-первых, это контроль. Во-вторых, это везде. Практика всего мира показывает, во всем мире, что как только человек начинает счетчиком, да, потреблять энергию, то нагрузки падают в разы. Вот мы же за сотовую связь платим, хотя она стоит в разы дороже, чем наши низкие тарифы за электроэнергию. Платим, потому что если не заплатим, телефон отключится. Все мы люди, и пока мы до такого же состояния не доведем энергетику, что вот просто человек не заплатил, и у него автоматически все отключилось. У нас, конечно, проблемы с собираемостью будут. Поэтому этот вопрос решать надо обязательно. Михаил Валерьевич, завершая нашу беседу, я хотела бы вас поздравить с Днем Победы, который приближается, с нашим главным праздником. Я знаю, вы участник войны, вы награждены медалью за отвагу. Что для вас этот праздник? Ну, это, наверное, самый большой праздник для всех нас. Это День Победы, это время, когда мы были едины и потому победили. Это время больших надежд. Это время, когда мы теряли самых близких, но были уверены, мы и сейчас не сомневаемся, что они погибли не зря. Я уверен, что мы поймем, что только когда мы вот так едины, как были тогда, в достижении всех наших целей, то мы всего добьемся. От всей души поздравляю всех с этим самым дорогим, наверное, для нас праздником, с Днем Победы. Спасибо большое, я вас благодарю за беседу и желаю вам всяческих удач. И я вас благодарю. Спасибо. Взаимно.